Я вас сердечно поздравляю с нашим главным национальным праздником, с Сесехом Туймады. Издревле для нашего народа главный праздник, который, наверное, был единственным праздником в далекое прошлое время. Сегодня мы сквозь века, ценя и трепетно относясь к нашим традициям, продолжаем и развиваем наш праздник из года в год. Наш праздник растет по количеству людей, растет по количеству приглашенных гостей и по всему уровню подготовительному. Из года в год праздник становится все лучше и лучше. Мы прогнозируем, что более 200 тысяч человек посетит наш праздник. Значит, более 100 мероприятий культурных происходит сейчас на площадке Усть-Хатынь. У нас здесь сегодня успешно завершилось соревнования по чемпионату мира по масс-рестлингу. Значит, более 50 стран приняли участие. Активно проходит Сабантуй, приуроченный к Днем Республики Татарстан, проводимых на территории республики, и в частности в городе Якутске. Поэтому очень обширная программа в этом году. Большой объем работы провели в рамках подготовки к празднованию КСРКу. Единственное, перестарались в договоренностях с погодой, чуть-чуть переборщили. Но тем не менее погода радует, жарко, средний уровень. Поэтому получайте удовольствие. Мы постарались, чтобы КСР запомнился всем своей культурной программой, своими развлекательными мероприятиями, и спортивными в том числе. Спасибо, готов отвечать на вопросы. Спасибо, Евгений Николаевич. Давайте, коллеги, формат у нас в принципе стандартный. Кто желает озвучить вопрос, поднимайте руку, микрофон вам подадут. Пожалуйста. Все спешат поесть. Столько мероприятий будет. Когда вас будет свой чувстве? У кого? У мэра города Якутска. Вот сегодня мы встали, сидим и говорим, вроде как атака. У мэра есть. У главы города Якутска есть, у Сергея отвечу за Евгения Николаевича. Можно вопрос? Как удалось достичь такой организации на празднике? Мы заметили, что нет пробок. Есть я в пробку не попадал. Я просто хотел узнать, что делается и что будет делаться на этом празднике далее. Я извиняюсь, на слове пробки чуть-чуть замкнулся. Что по празднику? Когда я сюда ездил, не было пробок, а сейчас, да, а сейчас не было. Да, я тоже без пробок приехал. Люди говорят, у них пробки. Я просто... Через Катас ехали? Нет, по центральной дороге вот так вот. А нигде не объезжали? Нет. Надо пути знать. На самом деле есть объездной путь через Марху, есть через Жагай, есть через Белое озеро. Поэтому, в принципе, 3 полноценных маршрута объезда есть. Поделюсь секретом, мы сегодня перед тем, как ехать, посмотрели карту и приехали через Белое озеро. Поэтому мы почти с южной части города сюда добрались за 45 минут, 50 минут. Птицефабрики за 45 минут приехали. Во сколько было? 8:20 мы выехали. 8:20, конечно. А в 10 уже все. То есть, в принципе, возможно каким-то образом за 10 уже связать? Нет, конечно, смотрите, у нас же, как вы все видите, активно идет строительство дороги. И в 2023 году у нас будет дорога от площади Орджоникидзе до местности Усть-Хатынь в 4-полосном исполнении. Что, безусловно, уберет эти горлышки, которые сегодня являются местом возникновения пробок. Этого не будет, поэтому надо чуть-чуть потерпеть. В этом году мы, понимая, что в принципе большие вопросы в связи с дорожным ремонтом, но поймите одно, в любом случае, когда мы не делали этот ремонт, он так или иначе попадет на СЭХ. Строительный сезон короткий, юбилейный СЭХ, юбилейный, но зато в 2023 году уже будем за полчаса с города центральной части приезжать. А сколько горлышек так называют? По большому счету это марха вся,
Это улица Можайского, начиная с рынка Белое озеро до, в принципе, вообще до той четырехполосной дороги, которая асфальтовая. Чуть-чуть почувствовали перед въездом, какой должна быть хорошая жизнь. Это вот бонус для тех всех, кто доехал. Такой дорога будет, начиная с площади Орджоникидзе. Чуть-чуть подождите, к 23-му году сделаем. И вопрос. Да, мы в рамках подготовки оргкомитета вместе с Мегафоном, МТСом, Билайном работали. Значит, они привезли свои станции, но, вот, как я понимаю, не у всех получается дозвониться. Да, поэтому вот эту задачу мы возьмем еще в работу, потому что нас больше стало, чем планировалось. Поэтому будем понимать, что праздник уже не национальный только для нас, как народа Саха. Более 50 стран, почти все субъекты Российской Федерации, так или иначе, либо в частном порядке, либо как организованные группы приезжают. Ну и вся республика здесь. Вот сейчас буду встречаться с главами. 34 главы сегодня здесь. Это городское мероприятие, которое организовывает город Якутск, превращается в республиканское, главное мероприятие по масштабам всей республики. А можете рассказать, что это за страны, кроме вот тех, кто выступал, кроме Китая, кроме Вьетнама? Какие страны? Чемпионат по масс-рестлингу идет. Да. Вот, участники чемпионата масс-рестлинга все здесь сейчас находятся. 42 страны. А какие? Африка почти вся представлена, Монголия, Страны СНГ, все почти, кто могли. Из Европы тоже есть, да? Западной Европы тоже есть, да. Венгрия здесь была. Я сейчас надо посмотреть. Я не являюсь организатором этого мероприятия, поэтому просто мы за их доступ отвечаем здесь. Скажите, пожалуйста, в этом году несколько раз упоминали про строительство аквапарка. Сейчас есть ли какие-то очертания проекта, инвесторы? Вот именно сейчас у меня огромное желание, чтобы он стоял здесь, этот аквапарк. Но с точки зрения реализации инвестиционного проекта мы сегодня твердо определились уже с земельным участком, со всеми необходимыми ресурсами инфраструктурными, мы уже понимание тоже имеем, поэтому дело осталось за малым, найти инвестора. Сейчас ведем, кстати, переговоры с зарубежными инвесторами, с индусами, для того, чтобы они зашли и развивали бизнес в нашей стране. Сегодня в приоритете работа со странами БРИКС, для того, чтобы реализовывать совместные инвестиционные проекты. Сегодня аквапарк, если получится, будем реализовывать с индустрией. И Тартас. Сейчас проходят дни Татарстана. Может, уже приняты какие-либо соглашения совместные с администрацией и правительством Татарстана? Спасибо. Да, у нас такие соглашения еще подписаны в прошлом году, когда мы такой же делегацией дружно все выезжали на территорию Республики Татарстан. Мы подписали соглашение с городом Казанью. В рамках этого соглашения наши градостроители, архитекторы выезжали в Казань, делились опытом, к нам приезжали они. И сегодня мы видим первые шаги, которые являются результатом этой работы. Это программа, которая реализуется по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов. В этом году мы ремонтируем 75 дворов, а в городе Якутске это больше, чем за прошлые 10 лет вместе взято. Для понимания масштаба. Поэтому мы все лучшее, что можно взять со стороны благоустройства, а Казань является одним из самых благоустроенных городов, мы совместно с ними реализовываем. Они нам помогают. А какие-то новые соглашения планируются? В рамках этого мы город Якутск не подписываем. Эхо столицы, Арина Яковлева. Вот вы упомянули как раз про дворы. Когда начинаются уже работы? Как прошли переговоры с жителями дворовых территорий? Можете сказать? Сегодня уже началось асфальтирование. Работы уже начались. Сегодня по адресу Сереглявская мне обещали сегодня начать асфальтировать. Надо будет проверить. То есть я к тому, что мы уже какие-то дворы уже к логическому завершению подходим. Вообще нужно отметить то, что мы, несмотря на огромный объем по дорожному строительству,
по дворовым территориям и по капитальному ремонту школ, по строительству пристроек. Все идем в график. Скажите, пожалуйста, есть ли планы поменять песок, которым вот сыпят, да, дороги зимой, на что-нибудь менее пыльное, например, там щебень или что-нибудь подобное? Пока технологической возможности такой нет. Значит, есть вот проблема нашего щебня. Щебень, который мы знаем, видим, это известняк. То есть он тоже недалеко ушел от песка в смысле формирования вот этой той самой мелкодисперсионной пыли. Поэтому нужно уходить на гранит, диапазовую крошку. Она у нас либо с Егорского карьера нужно вести, это 350 километров между Алёпмой и Кандаласским усом, либо с Алданского района, она выходит безумно дорогой. Поэтому сегодня в наших экономических реалиях, сегодняшним технологическим развитием, пока, к сожалению, мы от речного песка резко уйти не сможем. Вы ранее в своей трансляции говорили то, что поднимали вопрос о необходимости озеленения в городе Якутске и говорили, что даже рассматривается вопрос создания лесопитомника в Якутске. Есть ли уже сейчас подвижки по этому предложению? Мы от лесопитомника не отказываемся. У нас определены 2 земельных участка, которые мы в городе отвели уже в рамках градостроительного планирования организацию лесопитомников. Значит, мы в этом году начинаем формировать уже паспортизацию, заканчиваем, и уже будем работать над стратегией, исходя из того, что не количество посаженных деревьев, а количество прижившихся в течение 3 лет. Поэтому мы для себя сейчас понимаем, либо пойдем путем концессий, чтобы мы платили озеленителям не за высаженный куст, а за прижившийся куст в течение продолжительного количества времени. У нас же проблема в том, что не только приехать высадить надо, да, ввиду структуры наших почв, наших грунтов, у нас приживаемость такая тоже тяжелая. Поэтому нужно очень сильно следить за тем, чтобы деревья, особенно если это какие-то культуры, приживались. Мы работаем над этим, лесопитомники будут, мы определили, земельные участки определили. Евгений Николаевич, я, насколько знаю, просто продолжают поступать заявки, в этом году тоже были на размещение эти сюльки. В этом плане у скотину есть куда расти? Или, может быть, это уже какая-то критическая масса, мы дальше не можем развиваться? И второй вопрос. Эссек-Туймада давно вырос из городских штанишек, как говорится. Но, грубо говоря, республика не пытается отстранить город и отжать праздник. Начну с первого. Расти, в принципе, уже практически некуда. Остались территории, которые мы будем захватывать еще. Но у нас большие планы не по строительству Кюльгят как таковых, а нам необходимо делать общую инфраструктуру, стадионы обновлять какие-то спортивные площадки, места обрядовые, культурные. Но вместе с тем у нас ежегодно, как практика показывает, идет ротация Кюльгят. Какие-то компании или организации перестают нуждаться в этом или по разным причинам. Мы их перераспределяем. Безусловно, есть дефицит Кюльгят. Сегодня много желающих, кто хочет себе построить, но земельных участков пока здесь на всех не хватает. Вместе с тем мы понимаем эту проблему тоже. Есть возможность расшириться, мы скорее всего это будем делать. Ко второму вопросу. Отжать у нас никто это дело не пытается, потому что мы не закрываемся, мы только рады, что совместно все это делать. Значит, и не имеет смысла отжимать мероприятие у тех, кто в него вкладывает деньги и реализовывает все это. Сами же придется это делать. А мы сейчас очень хорошо один человек кто сказал, как хорошо присутствовать на мероприятии как гость, а не как организатор. Да, вот, как организатор мы, наверное, на пару килограмм с ним похудели все с утра, пока все это дело происходит, но могу сказать то, что если мы будем проводить из года в год на все лучше и лучшем уровне, зачем у нас отжимать, нам помогать нам? Это наш общий праздник. Мы ни от кого не говорим, что это наш праздник, мы говорим, что это наш общий праздник. Ну а есть возможность попасть в какой-нибудь российский календарь? Я думаю, Малые паруса.
Я думаю, вполне возможно, потому что уже чемпионат мира, у нас чемпионат мира. Еще 10 лет назад это могло казаться блажью какой-то. Сегодня уже международные эксперты говорят, что это очень зрелищный вид спорта, который мог бы вполне войти в олимпийскую семью. Поэтому наш праздник сам по себе, по своему масштабу, энергетике, давно уже перевалил пределы республики. Есть люди, которые специально приезжают на Сех Туймаде. Значит, у нас и туристические компании это фиксируют, что у нас высокий сезон связан, самый высокий сезон с Сехом Туймаде, прилетают, размещаются, едут там на детские столы, какие-то рядом окрестности, но знаковые события в Сех Туймаде. Короче, вот татары, они собираются и едут на шоссе. У них же Сабантуй. потому что их гораздо больше, и не самые большие национальные. На эту тему не общались. Сегодня, сейчас мы удалось побеседовать с Рустамом Нургалиевичем, и в 370 сабантуев проводят они в году, 370. Из них, это начиная Южная Америка, Америка, значит, Европа, их всего татаров 8,5 миллионов. 6 из них живет в России и 2,5 разбросаны по миру. Вот для них, для всех они проводят сабантуев. Я рад, говорю, мы тоже не отстали. У нас ребята в этом году ИГФ проводили в Таиланде. То есть там, где нас трое уже собралось, уже, значит, праздник замечательный же, праздник добра, единения народа, высокое, в общих интересах, радостях. Поэтому переплюнуть нас, наверное, можно, только зачем? Оно же, такие вещи немножко разные. У них все-таки окончание посевной, а у нас издревле, наверное, вот я думаю, почему для нас такое вот большое значение, потому что у нас других праздников-то не было в то время. У нас круглый год наши предки, по большому счету, тынгутяга, это по-якутски, по-русски, если перевести, борются за жизнь, каждый день работают, изо дня в день работают. И вот в эти дни солнцестояния, наверное, по большому счету можно было несколько дней расслабиться, собраться с родными, близкими, обменяться новостями, самое главное сосватать, кого надо сосватать, поделиться хорошими новостями, и вот отдохнуть. И вот так вот этот праздник, он у нас такой смысл и остался. Да? Я вот лично многих своих друзей и родственников на всех не встречаю, кого не видел уже давно. Ну, у вас, наверное, так же. Все же здесь. Все, вот, кто смог приехать, все на всех здесь. А что решили с Open Space в 17 квартале? Значит, по строительству мэрии, имею в виду, да? Там 4 многоквартирных дома, мы их в этом году расселяем. Как только будет готова площадка, мы начинаем изыскательские работы и формирование проектно-сметной документации. То есть мы расселяем людей, там 4 многоквартирных дома, как только их расселим, высвобождаем площадку под мэрией. Это моя мечта. Леонид Николаевич, продвигать нужно любой проект, вы же знаете, да? Но такое впечатление, что все-таки Сех Туймаде на всероссийском уровне продвигается. Вы кого-то пригласили, Николаевич, даже Василий Сергеевич. Для продвижения нужны и серьезные деньги. Они предусмотрены какие-то, то есть реклама, пиар, праздники. Реклама, пиар праздника на всероссийском, тем более международном уровне мы не занимаемся, по крайней мере, окружная администрация. Все те, кто к нам сегодня приезжает, это так или иначе люди, которые приехали к нам по личному приглашению. Вот адресно отправляем приглашение. Сегодня вот многие мэры приехали принимать, смотреть участие. Как для них больше, наверное, интересно, как мы умеем организовывать столь масштабные мероприятия. Одно из самых масштабных мероприятий по всей России сейчас происходит. На Дальнем Востоке самое масштабное мероприятие. Смотрят, учатся. Мы делимся опытом, как у нас это получается. Я думаю, одним из помощников в продвижении этого праздника являетесь вы, журналисты, блогеры, которые нам действительно помогаете в этом вопросе. Я говорил про большое финансирование,
как раз по приглашению местных блогеров, вот девочки сидят, бурятские блогеры, им они как раз микрофон взяли. Наташа, пожалуйста. На самом деле я хотела задать вопрос, наверное, от лица больше как туриста, который первый раз в Якутске, и могу сказать, что сейчас меня переполняют вот просто эмоции от масштаба, гостеприимства, невероятной красоты. И знаете, вот, буквально вот сегодня утром, увидев всю эту красоту, у меня промелькнула мысль, что об этом должна знать вся Россия, что каждый должен побывать на этом потрясающем празднике. И, собственно говоря, у меня вопрос. Планируются ли какие-то мероприятия по популяризации, да, для того, чтобы Россия больше узнала про этот праздник? И какие? Вот я очень надеюсь, что Игорь Юрьевич Шутенков сейчас вернется. Он сейчас здесь со мной сейчас празднует. Вернется в Улан-Удэ, расскажет, как хорошо здесь его встретили. Их 6 человек приехала, официальная делегация с Улан-Удэ. Мы приглашаем и из Казани, и из вообще практически со всех крупных городов национальных республик у нас есть сейчас гости. И начиная именно вот в межнациональной связи, сейчас же для многих из нас страны Запада закрыты или куда-то там путешествовать, сейчас надо открывать Россию для себя. И у каждого народа есть свои замечательные традиции, праздники. Поэтому, кстати, сейчас тоже в Бурятии идет дни Сухарбан. Да. Поздравляю вас с этим. Благодарю вас за приглашение. И знаете, вот если говорить про сам праздник, это правда невероятно. Просто какой масштаб, какой праздник. Я в полном восторге. Вы знаете, я как блогер, конечно же, вещаю про республику, про ваши достопримечательности, и люди удивляются. Господи, такая красота, и мы об этом не знали. Поэтому об этом точно должна знать вся Россия. Да, и вы в первый раз у нас? Да. Вам придется приехать второй раз, потому что если, у нас же так, говорят, там, полюс холода, не соответствует действительности. Мы были очень удивлены. Поэтому, девчат, надо будет зимой приехать. Тогда уже почувствуете тепло наших сердец и наших гостеприимства. А если не секрет, а на сколько человек вот рассчитано мероприятие было, когда вы вот, создавали его? Просто это очень интересно, вопрос, сколько в масштабе человек сейчас, примерно, на скидку? Когда создавалась впервые церковь, вот это надо у нашего прародителя Ильея спросить, сколько их там было. Нет, там сейчас на празднике сколько? Сейчас, если крайний раз, когда праздновался, в 2019 году, 205 тысяч человек было. 205. Ну, да, в этом году мы, очевидно, уже идем намного больше людей. Вас же не было в прошлый раз? Ну, не было. Мы пытались приехать 3 года подряд, и вот, получается, приехали сейчас. Можно я задам вопрос? Благодарю за праздник, все понравилось, но у меня такой вопрос, то, что нас связывало зимой. Посоветуйте, пожалуйста, как вы, или расскажите, как вы боретесь с бродячими собаками, которые, к сожалению, в соцсетях переехали в Бурятию этой зимой. Вот так и боремся. Отправляете друзьям? На самом деле, в соответствии с 483 федеральным законом мы содержим собак и проводим процедуру ОСВВ. Ровно так же, как и вся страна, мы делаем одинаковые вещи. И отвечу от лица всех руководителей Ассоциации городов Сибири и Дальнего Востока, так как меня делегировали бороться за наши права в Госдуме, объяснять комитету, что у нас в Сибири и Дальнем Востоке есть некие особенности, особенно зимой, когда собаки разбиваются в стаи, тяжело приходится, работаем. Очень такой спорный и трудно реализуемый закон. Закон есть закон, мы люди служивые, у нас нету сегодня права что-то другое делать. Хорошо, боритесь лучше, чтобы к нам они не приезжали. Почаще отправляйте фуры. Будем обратно отправлять. Вопрос по улице Жарницкого. Недавно был релиз, что вы собираетесь подать в суд на Дорис, если они не объявятся до 30-го, по-моему, да, именно
Или 24-м, ага. А они объявились или нет? И что будете делать дальше? Мы сейчас проведем своими силами за счет, сами, не дожидаясь Дориса, те гарантийные обязательства, которые необходимы были, и в регрессном порядке уже взыщем самого Дориса те затраты, которые понесли на выполнение гарантийных работ. Евгений Николаевич, добрый день. Абонент на севере. Возвращаясь к пару вопросов назад по поводу расселения. В нынешних реалиях нет ли изменений в программе? Не будет ли сокращаться финансирование на расселение тебя? Там все в силе остается? Я думаю, оно только будет возрастать. Потому что президентом страны Владимиром Владимировичем поставлена четкая задача стимулировать жилищное строительство. Жилищное строительство является драйвером роста в принципе экономики, так как захватывает много смежных областей. Для нашего города, для Якутска, это одно из приоритетных направлений. С тем уровнем роста, динамичного роста нашего города нам необходимо строить в разы больше, чем сейчас. Скажите, пожалуйста, а застройщики активно идут на заключение контрактов, договора развития территории, или же все-таки большая часть ложится на мэрию? Мы, когда можно было заключать договора развития застроенной территории до изменения градостроительного кодекса в 2021 году, заключили 10 договоров. Все они сегодня рабочие, по всем им идет расселение. 22 многоквартирных дома мы расселяем сейчас силами частных застройщиков, поэтому договора развития застроенной территории новых нет просто. Сейчас мы перешли на комплексное развитие территорий. Комплексное развитие территории сейчас с 2022 года начнется реализовываться, пока еще его не было. Но мы подготовили 35 земельных участков под комплексное развитие территории. Поэтому готовы. А в центре города есть какие-нибудь? Центральная часть города, она уже практически невозможно там что-то строить, живое. Плотность застройки еще не позволяет. Хорошо, спасибо. Еще такой не совсем серьезный вопрос. Как вы относитесь к своей славе в соцсетях, к мемам со своей ролью, да, там, сурового якутского мужика, там, четкого пацана и так далее? Вот забавно на самом деле. Мне очень часто их пересылают. И я, пользуясь случаем, передаю привет этому администратору Твиттера, кто ведет за меня. Он, оказывается, до сих пор не сдох, да, этот Твиттер? Он живой и процветает. Да, как там было. Мне запомнилось, как мне отправили. Это у обычных людей недостатки, а у меня особенность. Брат за брата за основу взят. Смешно же, надеюсь, мне поднимает настроение, если вам поднимает, то пусть занимается. Мне говорят, некоторые люди, подай там, найди их, пусть заблокируют, зачем, если настроение поднимает. А по поводу мемов, кто делает, у кого-то ж муза на это дело просыпается, пусть занимается. Мне не жалко, если вам нравится. Но это же играет в сознании масс. Играет роль в сознании масс. В сознании масс играет роль? Настроение поднимает? Нет? Мне поднимает. Меня не напрягает, нормально. Евгений Николаевич, сейчас прошла ряд таких больших, круглый стол Государственной Думы России, но самое главное из них это демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики. И вот здесь хотелось бы демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики. Хотелось бы узнать, что вы для себя там выбрали и что будет делать город в этом направлении. Вообще, в принципе, у нас уже давно и сама судьба привела к тому, что развитие города сегодня требует решения задач отложенных, которые должны были решены быть вчера. Во-первых, это для дальнейшего демографического развития и увеличения человеческого капитала уже существующего количества жителей нам необходимо догонять быстро социальную инфраструктуру. Это недостаточное количество мест в школах, в детских садах. Мы вот по этим показателям одни из худших в стране. Но с другой стороны это радует, мы рождаем большое количество детей, у нас огромный по сравнению с другими городами потенциал
потенциал для роста, потому что мы молодой город по населению, у нас многодетных семей много. Но вместе с тем сегодня нам нужно принять какие-то новые решения для того, чтобы в разы больше строить школ, детских садов, поликлиник, и тогда будет расти уровень в целом демографического развития города Якутска. Молодым семьям вроде там земли хотели давать, да? Многодетным семьям земли даем, а в этом году планируем раздать около 3000 земельных участков. Продолжая тему все-таки пиара, да, этого праздника, вот с порядком я полностью согласен. Я, кстати, был у них на Алтаргане, прекрасный праздник, но у них проходит раз в 2 года и в разных частях света, как говорится, да, а очень похожий праздник. Поэтому я понимаю, как он лег на душу наш праздник. У нас же есть, ну вот в авиакомпании Якутии, или было, во всяком случае, Манчары самолет. Ну почему не сделать Цехи Туймаады? При минимальных затратах информационного наполнения, как говорится, люди летают, 6 часов летаем, все же читаем. Да? Вагон ходит до Москвы, по-моему, уже у Шимохина, ЖДЯ. Тоже оформить его немножко. Пусть проехал поезд, может кто-то в интернет зайдет, может и приедет. И Шимохину деньги привезет, и Якутии, и вообще. Хорошая Спасибо. идея. Спасибо. Праздник действительно хороший. Спасибо. Заряжайтесь силами, энергией для того, чтобы все ваши дела получались. До следующего года, чтобы у вас энергия было много и сил, радости. Мы постараемся, чтобы этот праздник запомнился и понравился. Спасибо. Спасибо, Татьяна.